Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом быте и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию. Приветствуем участников торжественного посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», посвященного 78-летию победы в Великой Отечественной войне. Перед вами выступает танцевальный ансамбль «Мичер», юные мажоретки. Приветствуем! И барабанщики Якутской кадетской школы-интернат.
мажоретки и барабанщики сводного отряда «Юность, доблесть Отечества». Добрый день, участники и гости второго городского патриотического слета местного отделения ВВПОТ «Юнармия», посвященного 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого мы сегодня принимаем пополнение в ряды нашего Дома Юнармии города Якутска. Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» объединяет 1000 девчонок и мальчишек разных уголков нашей необъятной страны. Сегодня в городе Якутске и его пригородах 1000 юнармейцев, 25 юнармейских отрядов, 18 юнармейцев отмечены нагрудным знаком «Юнармейская доблесть 3-й степени», 2 юнармейца медалью Феликса Александровича Поморцева. Внимание! Под флаги Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, Всероссийского общественного движения «Юнармия» смирно равнение на флаге. Звучит гимн Российской Федерации, гимн Республики Саха-Якутия.
На торжественной церемонии открытия второго городского слета присутствуют юноармейские отряды школы номер 10 имени Новопашина, средней общеобразовательной школы номер 24 имени Климакова, школы номер 9 имени Киршенгольца, Центра глобального образования, городской классической гимназии, Мархинской средней общеобразовательной школы номер 2, средней общеобразовательной школы номер 3, школы номер 13, Кангаласской средней общеобразовательной школы имени Хромова, Табагинской средней общеобразовательной школы, Республиканской специальной коррекционной школы, Маганской средней общеобразовательной школы, Якутской кадетской школы-интернат и Дома юнармии детского подросткового центра города Якутска. Начальника регионального штаба ВВПОТ юнармии Кузьмина Александра Николаевича просим принять рапорт. И всем будет 8-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Второй городской слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», посвященный 78-летию победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытой. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют Александр Николаевич Кузьмин, начальник регионального штаба юнармии по республике Саха-Якутия, полковник полиции Иванова Лена Степановна, заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Якутская, член регионального штаба юнармии по республике Саха-Якутия. Наталья Николаевна Шубина, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Управление образования города Якутска. Кириллин Сергей Васильевич, помощник начальника отделения военный комиссариат города Якутска. Василий Васильевич Местников, председатель Совета ветеранов МВД по республике Саха-Якутия. Иванович Соловьев, директор мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Анатолий Николаевич Храмов, начальник Центрального штаба межрегионального детского военно-патриотического движения «Юные карбушевцы», участник специальной военной операции. Кирилл Сергеевич Соболев, председатель акционерно-некоммерческого организации «Пропаганда здорового образа жизни и развития детско-юношеского спорта в республике Саха-Якутия». Председатель Федерации компьютерного спорта Баир Жамсоевич Бамджинджапов. Антонина Степановна Титова, руководитель общественной организации Лига женщин города Якутска. Директора, заместители директоров по воспитательной работе, советники директоров образовательных учреждений города Якутска. Школа номер 24, школа номер 10, Мархинской школы номер 2, Кангаласской школы, Табагинской школы, Центра глобального образования и городской классической гимназии.
Приветственное слово предоставляется Дмитрию Ивановичу Соловьеву, директору мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Дорогие друзья, уважаемые школьники, педагоги, уважаемый Александр Николаевич, приглашенные гости, мне, как руководителю исторического парка, который является одной из важных единиц патриотического воспитания нашего Отечества в целом, как исторический парк «Россия. Моя история», и в нашем городе мы играем, я надеюсь, очень значимую роль в этом отношении. Конечно, мы очень рады, что у нас проводится такая торжественная церемония принятия в ряды юнармии. Я поздравляю вас с предстоящей 78-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Считаю, что те принципы защиты нашего Отечества, та доблесть, та гордость за наше Отечество, та история, за которую сражались наши воины во время Великой Отечественной войны, сегодняшние наши герои, которые сражаются на полях специальной военной операции на территории Украины, герои других конфликтов являются для нас большим примером стойкости, доблести, мужества. Но сегодня мы говорим еще и о том, что мы должны воспитывать в нашем новом поколении, подрастающем поколении, не только традиции нашего воинства, но и самые лучшие человеческие качества. Это верность, это настоящую дружбу, это ответственность, это трудолюбие, это честь, это любовь к своей родине, к своему Отечеству, это забота о старших, это самодисциплина. И вот эти вот лучшие качества воспитывает сегодня наше движение «Юнармия». И то, что сегодня такое прекрасное поколение вливается, представители нашего прекрасного поколения вливаются в ряды этой большой организации, это очень знаково. Я сердечно поздравляю всех вас, уважаемые школьники, с тем, что вы сегодня входите в такую большую когорту членов Юнармии. И желаю вам всяческих успехов, больших достижений в вашей личной жизни, в учебе, во всех ваших стараниях для того, чтобы вы смогли стать настоящими гражданами своего Отечества и принести ему серьезную пользу в будущем. Поздравляю вас! Наступает волнующий момент. Для проведения посвящения в ряды движения «Юнармия» приглашаются Федотова Любовь Петровна, член Совета Дома Юнармии города Якутска, и Семенов Артем, юнармеец отряда «Звезда» имени Корякина, средней общеобразовательной школы номер 9 имени Кишингольца. Мы приветствуем вас на торжественном посвящении учащихся средних общеобразовательных школ номер 10 имени Новопашина, номер 24 имени Климакова, городской классической гимназии, Центра глобального образования, Мархинской школы номер 2, Кангаласской школы имени Хромова и воспитанников детского подросткового центра города Якутска в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Посвящение в ряды Юнармии проходит в рамках 2-го городского патриотического слета местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и приурочено к 78-летию победы в Великой Отечественной войне. В этот торжественный день мы сердечно поздравляем всех защитников нашего Отечества, отдаем дань уважения и чтим память всех воинов, сильных, решительных и мужественных защитников нашей Родины. Мы гордимся своими героями. Чувство патриотизма закладывается с детства, и начинается оно с понимания и уважения своих предков. Знать свою историю должен каждый человек,
чтобы все поколения жили счастливо, чтобы над головой всегда было чистое и мирное небо. Внимание! К торжественной церемонии вступления в ряды юноармейцев приготовиться! Наступает волнующий момент. Замер зал в торжественном молчании. Ждут друзья заветных слов. Ты даешь сегодня обещание, что юноармейцем стать готов. Для принятия клятвы приглашается Деменев Макар, отряд Климаковцы, Заболотская Кюнней, отряд Звезда, Малышева Диана, отряд Городской патруль. Я, вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь всегда быть верным Отечеству и юноармейскому братству, соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем, следуя традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юноармейца. Клятва – священное слово. Ребята, помните, звание юноармейца почетно. И мы уверены, что вы будете достойно нести звание юноармейца. Личные книжки юноармейца вручают почетные гости нашего мероприятия. Полковник полиции Иванова Лена Степановна, заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Якутская, член регионального штаба юнармии по республике Саха-Якутия. Александр Николаевич Кузьмин, начальник регионального штаба юнармии по республике Саха-Якутия. Шубина Наталья Николаевна, главный специалист управления образования города Якутска. Кириллин Сергей Васильевич, помощник начальника отделения военного комиссариата города Якутска. Василий Васильевич Местников, председатель Совета ветеранов МВД по республике Саха-Якутия. Полковник полиции, ветеран боевых действий Наталья Егоровна Колмогорова, руководитель Дома юнармии города Якутска. Личная книжка юноармейца вручается юноармейцам отряда «Звезда» Якутской городской классической гимназии Алексеева Полина, Васильева Татьяна, Гончарова Елизавета, Егорова Виктория, Заболотская Кюнней. Заморщикова Нелли, Николаев Роман, Нюрбинцев Айтал, Олесов Владислав, Очарова Амелия, Смолина София. Личная книжка юноармейца вручается отряду «Сокол» Кангаласской школы имени Хромова Алексеев Саян, Алексеенко Екатерина, Бронников Владимир, Затеева Наталья, Каев Александр. Ковченко Денис, Михеев Максим, Мудрак Константин, Неустроев Марк, Попов Бронислав.
Юлия, Савицкий Артем, Сафарова Расмия, Строков Родион, Тарасов Юрий. Татарников Ринат, Татарников Роман, Федоров Константин, Федорова Марина, Ханхатов Роман. Шелковников Денис, Щербаков Артемий. Юноармейцам отряда «Аврора» Кангаласской школы имени Хромова: Варфоломеев Артем, Васильева Виолетта, Гусейнова Айсена, Жаркова Милена, Затеев Ярослав. Коновалов Максим, Коровникова София, Макарова Карина, Мартемьянова Алина, Мисайлова Елизавета. Миратов Андрей, Переверзина Вероника, Святецкий Михаил, Уральцев Дмитрий, Шарипов Тимур. Юноармейцам отряда «Ястребы» Центра глобального образования: Гаврилев Игорь, Дорофеев Алгыс, Егорова Алина, Максимов Андриан, Осипов Вячеслав. Петрова Алиса, Протодьяконов Семен, Решетникова Полина, Савинов Саян, Скрыбикина Маргарита. Сафронеев Вадим, Степанов Мичил, Сыроватский Дмитрий, Сычев Кирилл, Ципандина Сандара. Юноармейцам отряда «Городской патруль» Мархинской школы номер 2: Андросова Анита, Ермоленко Максим, Ильин Павел, Караваева Арина, Карасева Эльза. Малышева Диана, Михайлов Леонид, Мурашева Алена, Мурашева Юлиана, Пономарев Максим. Слепцов Никита, Третьякова Ксения, Хавров Дмитрий. Юноармейцам отряда «Отвага-10», школа номер 10 имени Новопашина: Васечков Глеб, Горкунова Анастасия, Кондратьева Алина, Максимов Виталий, Матасова Кира. Миронов Андрей, Миронов Денис, Савина Валерия, Сайдинова Адина, Самсонова Самина. Сальков Егор, Слепцов Дэвид, Седалищев Валерий, Федоров Илья, Черняков Валерий.
юноармейцам отряда Климаковы, школы номер 24 имени Климакова. Авягин Элен, Видничук Дарья, Григорьев Павел, Дегтярев Михаил, Дембровская Мария. Деменев Макар, Егоров Роман, Зорина Олеся, Иванов Максим, Иванова Даяна. Кононова Аида, Кузнецов Дмитрий, Лакович Павел, Лавриненко Полина, Мейка Милена. Мишуков Аркадий, Павлухин Данил, Пономарев Святослав, Потолицын Артем, Разумцев Кирилл. Савельев Мирон, Смирников Антон, Федорова Арина, Фадеев Виктор, Черных Дарина, Шмырева Карина. Юнармейцам детского подросткового центра Бабенко Матвей, Быканова Велена, Мирзоева Марьям, Николаев Тимофей, Скрябина Эльмира. Юных участников движения «Юнармия» поздравляет Шубина Наталья Николаевна, главный специалист управления образования города Якутска, и Анатолий Николаевич Храмов, начальник Центрального штаба межрегионального детского военно-патриотического движения «Юные карбышевцы», участник специальной военной операции. Добрый день, уважаемые педагоги и наши дорогие юноармейцы. От имени Управления образования окружной администрации разрешите поздравить вас со вступлением в движение «Юнармия». С честью носите звание юноармейца. Будьте патриотами своего города, страны и всей республики. И хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья и крепкой дружбы, чтобы все, что вы начинали, все, что вы, чем бы вы ни занимались, все реализовалось. Поздравляю! В добрый путь, дорогие наши юноармейцы! Добрый день, уважаемые ребята, участники, гости, организаторы мероприятия. Очень приятно стоять здесь, видеть, как сейчас прошел для вас такой торжественный момент. Вы стали членами движения «Юнармия», получили юнармейские книжки. Надо сказать, что в апреле, сейчас у нас май месяц, в феврале месяце мы также здесь приняли наших ребят, юнармейцев. Кому-то что-то объявили. Хорошо, спасибо. И, для меня это особо торжественно, как и в прошлый раз говорил, потому что в свое время, в 2016 году, мне была доверена высокая честь стать первым начальником штаба движения «Юнармия» Республики Саха-Якутия, начинать это движение. И сейчас я вижу своими глазами, насколько хорошо у нас развивается, как оно идет дальше, как много новых ребят входят в наши ряды, и это замечательно. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Юнармия развивается, и впереди у нашего движения большое будущее. И с этим поздравляю. И хотелось бы еще сказать, дорогие ребята, обращаясь в первую очередь ко всем вам, что на вас сейчас форма юнармейца,
форма кадетов, форма военная, участников военно-патриотического клуба. Знаете, на самом деле это в первую очередь не просто красивая форма, это не красивые эмблемы, орлы или георгиевские ленты, которые сейчас у вас находятся. В первую очередь это ответственность, большая ответственность. Военная форма, она ее налагает. Вы должны быть дисциплинированы, вы должны быть старательнее, вы должны стремиться. Сейчас, ребята, когда вы стали юноармейцами, вы должны знать и уметь несколько больше. Это много разных навыков. Это навыки, как вести себя в дикой природе, навыки оказывать первую медицинскую помощь. Вы должны обладать особой подготовкой. Но начинаться должно с истории, ребята. Помните ваших дедов, участников Великой Отечественной войны, наших отцов, братьев, участников локальных конфликтов и сейчас тех, кто сейчас выполняет свой долг на полях сражений. На самом деле связь поколения, она не прерывается. И нынешнее поколение, оно совершает такие же подвиги, показывает тот же героизм, как наши деды и прадеды на полях Великой Отечественной войны. А будущая смена – это, ребята, вы. И я надеюсь, что в ближайшем времени победа будет одержана, враг будет разбит, а на вас ответственность дальше развивать нашу республику и нашу страну. Это большая ответственность, и вы с ней справитесь. Поэтому на этом нелегком пути хочу пожелать вам всем удачи и пожелать всего хорошего. Самое главное, мы вместе, мы большая команда, и поэтому мы сможем выполнить любые задачи. Спасибо. Спасибо большое за такие напутственные слова. И разрешите от имени юноармейцев поблагодарить наших почетных гостей за доброе напутствие. В добрый путь, ребята! В рамках открытия второго слета местного отделения «Юнармия» в период с 14 по 24 апреля 2023 года проведено лично-командное первенство «Кибер-снайпер» среди юноармейцев города Якутска. Организаторами выступили Управление образования города Якутска, Детский подростковый центр и Центр по подготовке юноармейцев города Якутска. С организаторами первенства выступили Федерация киберспорта Республики, Городская интеллектуально-спортивная лига «Кибер-Якутск» при поддержке регионального отделения «Юнармия». Приняли участие 170 юноармейцев, представители отрядов образовательных учреждений города Якутска и его пригородов. По итогам командного первенства в младшей группе для награждения приглашается председатель Федерации компьютерного спорта Баир Жамсонович Дамджинджапов. Начнем. Всех приветствую. Во-первых, хочу поблагодарить всех организаторов, хочу поблагодарить всех родителей, хочу поблагодарить всех участников за активное участие. Действительно, с каждым годом видно, что количество участников у нас растет, и мы видим, что эта работа в патриотическом направлении у нас активно развивается. Хочется поблагодарить всех участников еще раз, потому что действительно конкуренция была очень сильная в этом году. Я очень рад, что мы в это непростое время объединяемся и повышаем свою командную работу, потому что это очень важно. И мы, как Федерация компьютерного спорта, хотим помогать активно каждому из вас развиваться в командообразующих мероприятиях. Хочется отметить, что количество участников, которое у нас сегодня 170 участников было, в прошлом году было гораздо меньше. Я надеюсь, что в следующем году мы поборем этот рекорд и нас станет еще больше. Спасибо. Третье место занял юноармейский отряд «Северный дозор» школы номер 26 имени Келле-Пелле в составе Необутов Айтал, Захаров Ярослав, Чемпосов Иван, Попов Александр, Константинов Лев. Уважаемые команды, построиться с главным организатором, соорганизатором. Итак, фотографирование общее. Кубок. Улыбка и аплодисменты, дорогие друзья!
И мы продолжаем. Спасибо, ребята. Второе место. Юноармейский отряд «Городской патруль» СОЖ номер 25 в составе Ефремов Сулустан, Владимиров Айсен, Северьянов Туйгун, Афанасьев Григорий и Владимиров Айдын. В ряд встали красиво. 2 шага вперед. 2 шага вперед. Вот так вот, хорошо? В один ряд, ребята. Аплодисменты и фотография на память. Первое место. Юноармейский отряд «Взлет» Маганской СОЖ в составе Фомин Алексей, Тарсов Мичил, Терешкин Эрчим, Перескоков Давид, Тарасова Мичилиана. Выстраиваемся. И перед вами команда победителей в младшей возрастной группе. По итогам командного первенства в старшей возрастной группе для награждения приглашаем Кирилла Сергеевича Соболева, председателя акционерной некоммерческой организации «Пропаганда здорового образа жизни и развития детско-юношеского спорта в Республике Саха-Якутия». Третье призовое место занял юноармейский отряд «Феникс-2» Якутской кадетской школы-интернат в составе Максимов Максим, Осипов Никита, Федоров Александр, Филиппов Радмир, Яковлев Алгыстан. Выстраиваемся в один ряд, молодые люди. 2 шага вперед. Кирилл Сергеевич, вперед. Аплодисменты, дорогие друзья. Второе место. Второе место. Юноармейский отряд «Городской патруль» школы номер 3 города Якутска в составе Мальцева Алина, Попов Тимур, Дедюхина Даяна, Чичигинаров Айсен, Слепцов Тимур. Фотография на память. Аплодисменты, дорогие друзья. И первое место. Юноармейский отряд «Отвага-10» школы номер 10 имени Новопашина в составе Самсонова Самина, Седалищев Валерий, Горкунова Анастасия, Ячковская Алина, Агапова Элиза. Фотография на память. И бурные аплодисменты. В личном первенстве в младшей группе для награждения приглашаем Василия Васильевича Местникова, председателя Совета ветеранов МВД по Республике Саха-Якутия. Третье место с результатом 105 очков занимает юноармеец Необутов Айтал, школа номер 26 имени Келле-Пелле. Снайпер в младшей возрастной группе. Аплодисменты. Второе место с результатом 115 очков занимает юноармеец Перескоков Давид, Маганская школа.
Третье место с результатом 145 очков занимает Константинов Лев, школа номер 26 имени Келле-Пелле. Давайте подарим бурные аплодисменты нашим юным киберснайперам. В старшей возрастной группе в личном первенстве третье место с результатом 135 очков занимает Седалищев Валерий, школа номер 10 имени Новопашина. Второе место с результатом 135 очков занимает Серкин Александр, Республиканская специальная коррекционная школа-интернат. Ребята, давайте поздравим нашего юноармейца. И фотографии на память. И первое место с результатом 140 очков занимает Гамзяков Иван, Дом юнармии города Якутска. Общая фотография, ребята. И бурные аплодисменты. И в номинации «Лучший снайпер 2023 года» с результатом 155 очков победителем становится Попов Тимур, отряд «Городской патруль», школа номер 3. Диплом и медаль вручает Кузьмин Александр Николаевич, начальник регионального штаба юнармия по республике Саха, Якутия. И, конечно, дорогие друзья, давайте подарим бурными аплодисментами и поздравим победителя в номинации «Лучший снайпер 2023». Звучит гимн юнармии России в исполнении юнармейцев вокальной студии «Радость» детского подросткового центра Радислава Стручкова и Никодимовой Василины. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Без нашей атак спасли мы русский флаг и дом родной нашей песни. А коль придет беда, собою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России.
полки идут стеной, красиво держат строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдой служить России. Внимание! Под флаги Российской Федерации, под флаг Республики Саха-Якутия, под флаг Юнармии смирно равнение на флаге. Торжественная церемония открытие второго городского слета юноармейских отрядов и церемонии торжественного посвящения в ряды юнармии считается закрытой. Членов штаба местного отделения ВВПОТ Юнармия приглашаем пройти на организационное совещание, а юноармейцев приглашаем посетить экспозицию мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Ну а сейчас объявляется общее организованное фотографирование с нашими уважаемыми гостями. Гости на середину, наши ведущие. Наши мажоретки вперед. За нашими гостями выстраиваются наши отряды. Синие вот сюда сели. За нашими гостями организованно отрядами выстраиваются наши юноармейцы. Итак, уважаемые участники и руководители отрядов юноармейских, просим подойти в кассу исторического музея и взять бесплатные билеты для посещения экспозиции. Ребята, девочки, чуть-чуть подвиньтесь вот сюда. Нет, не, я вас попрошу, можно? Сюда. Единой судьбой мы связаны с тобой, друг мой. Еще, ребята, организованно. Проходим, девочки. Стоим как, никто зайчиков не показывает.
Все официально. Ваня, сядь, пожалуйста, внизу. Вот так. Да. Все, садимся вот так. Сели все. Быстро. Я считаю только до 5. Юнармия города Якутска. Организованно, красиво показываем свою дисциплину, выдержку. 1, 2, 3. Еще раз стоим. Ну а сейчас мы фотографируем на профессиональной. Уже отходим. Уже ваше время ушло телефонами. Все, проходим назад. Наша знаменная группа. Конечно же, все ребята улыбаются. Все встали быстро, 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 быстро. Итак, считаю до 3. 1, 2. Прямо сидим, никто на попе не сидит. Прямо сидим. Прямо. Спина прямая, ребята. Ребят, спина прямая. Показываем книжку. Смотрим на зрителя. Все, смотрим. Организованно. 1. Улыбаемся. 2, 3. И давайте прокричим. 3-кратное. Ура! 1, 2, 3. Еще раз. Замечательно. Все успели? Фотограф? Окей. Все. Дорогие ребята, мы, руководители, просим организованно спуститься на кассу нашего исторического музея и взять билеты.